ценности нашей природы, необходимости заботы о ней, без особого внимания невозможно оставить Арктику. Потому что Арктика – это будущее. Но сегодня это наша общая боль. С каждым годом крайний север республики становится все более безлюдным. Если численность жителей республики в целом возрастает, то с 2010 года население арктических улусов у нас уменьшилось на 8%. За эти годы на треть стало меньше людей, которые занимаются оленеводством. На четверть сократилось поголовье оленей. Практически ежегодно в северных районах происходят крупные коммунальные аварии, которые ставят под угрозу безопасность поселков и их жителей. А решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов, зачастую просто не исполняются. Правильным в свое время было решение о создании Государственного комитета по Арктике. Но потом вся работа практически свелась лишь к регулированию традиционных видов деятельности местных жителей, оленеводства и рыболовства. Развитие арктической зоны требует комплексного подхода, наскоками, точечными мерами, ее точно выполнения. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон века живут в арктических районах, я принял решение о создании Министерства по развитию Арктики Республики Сахалин. Экономический рост северных полуостров республики связан сегодня с формированием северо-якутской опорной зоны развития арктической зоны России. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Это реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоветки, строительство которой начнется в 2019 году. В рамках национальных проектов начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. Развитие транспортной системы даст толчок промышленному развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. Наша задача – создавать все условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов. В Арктике должно возродиться и развернуться масштабное промышленное производство. Экономическое развитие станет опорой в преодолении разрывов в состоянии социальной сферы арктических районов, в качественном улучшении условий жизни и труда северян. При этом сохранение традиционного жизненного уклада и среды обитания коренных народов, неукоснительная защита уязвимой экологии Арктики – это должно стать ключевым критерием развития всей огромной арктической культуры. Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне республики. Такие мероприятия в обязательном порядке должны будут быть закреплены отдельной строкой в каждой государственной программе Республики Сахалин. Министерству будет поручено в краткие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики. Я призываю народных депутатов Государственного собрания, глав муниципальных районов, общественные организации принять самое активное участие в разработке данной программы, а в дальнейшем в ее реализации во благо людей, которые своим трудом, своей жизнью в самых экстремальных условиях сохраняют нашу Арктику для России.